Дорогие друзья, сегодня я продолжаю рассказывать вам китайскую мифологию. В китайских мифах и легендах богиня Нюва не только создала человечество, но и починила небосвод. После сотворения неба и земли в мире все больше и больше богов появлялось, но они не всегда ладили друг с другом. Однажды бог огня Чжурун и бог воды Гунгун начали сражаться. Гунгун проиграл Чжуруну, и он решил бежать от него. Гунгун подбежал к высокой горе на западе и начал биться головой о гору. И гора не выдержала и раскололась на две части. Эта гора называлась Бузhoушан. Она была опорой, поддерживающей небо. В небе теперь появилась огромная дыра. Бесчисленные звезды падали из этой дыры. На земле началось сильное землетрясение и наводнение. Люди начали страдать. Богиня Нюва не могла смотреть на то, как люди умирали. Поэтому она начала чинить небосвод. В реке она нашла много разноцветных камней и растопила их на огне. Эти расплавленные камни заполнили дыру в мире. Нюва нашла одну гигантскую черепаху и отрубила у нее 4 ноги, чтобы создать новые опоры для поддержки неба. На земле наконец-то вернулся мир. Закончив миф о богине Нюва, я хочу разговаривать о ее брате Фуси. На самом деле Фуси и Нюва не только брат и сестра, но и муж и жена. Поэтому у Фуси тоже была человеческая голова и тело змей. Фуси был изобретателем. Сами первые люди ловили рыбу в реке своими руками и острогой. Однажды, когда Фуси наблюдал одного паука, плетущего паутину, и он понял, что если люди будут плести сеть из веревки, то они смогут ловить рыбу гораздо легче. Изобретение рыболовных сетей значительно облегчило ловлю рыбы. Фуси также расположил веревки в шахматном порядке и изобрел 8 телеграмм. Это по-китайски «багуа». Так что Фуси также внес огромный вклад в математику. Его можно назвать самым первым математиком в Китае. До сих пор китайцы используют 8 телеграмм предсказать естественные и социальные дела. Использовали его предсказать человеческую судьбу. Это часть китайской мистической культуры. Если вы спросите меня, верю я в это или нет, я только могу сказать, я верю или не верю. Почему? Потому что я считаю, в Вселенной существует таинственная сила, которая управляет человеческой судьбой, как Христос или другие боги. Фуси китайский бог. Я считаю, у него была способность предсказать судьбу людей. Но если какой-то обычный человек скажет мне, он может предсказать мою судьбу, я бы не поверил ему. Кроме того, Фуси научил людей приручать диких животных, разработал календарь и изобрел с богиней Нюва музыкальные инструменты чин и се. А также он сочинял песни и учил людей жарить мясо на огне и другие продукты. Фуси можно назвать прародителем поваров в Древнем Китае. Фуси научил людей пользоваться огнем, ведь огонь, которым люди пользовались, были созданы природой. Если огонь погаснет, то вся семья должна снова есть сырое мясо. Если бы кто-то мог добыть огонь в то время, это было бы великим открытием. Итак, эта великая фигура появилась. Его звали Суй Рен. Суй Рен любил путешествовать. Однажды он отправился в одну темную страну на западе, где солнце и луна не светили. Суй Рен проходил мимо леса, и в это время он увидел искры света в лесу. Это один дятел клевал ствол дерева, и когда его клюв касался дерева, и на стволе появлялись искры. Тогда он взял деревянные палочки и начал тереть брусок, и так появился огонь. Этому он научил
и других людей. С тех пор человечество попрощалось с темным веком. Когда у людей появился огонь, проблема еды решилась. Но была еще одна проблема с жильем. В древние времена людей было мало, а животных было много. Люди, живущие на земле или в пещерах, часто подвергались нападениям зверей. Зимой было очень холодно, а вокруг было много диких зверей. Когда появилась новая проблема, кто-то обязательно ее решал. В это время появилась другая великая фигура. Его звали Йоу Цао. Он наблюдал, что птицы гнездятся на деревьях, и подумал, что люди тоже могут строить дома на деревьях. Такой дом мог защитить от ветра и дождя, а также избежать свирепых зверей. Поэтому он научил людей строить дома на высоких деревьях из веток и ротанга. Так люди научились строить дома. Но пищи все еще не хватало. В то время люди в основном жили охотой и сбором диких фруктов. Когда у людей голодали, появлялась еще одна великая фигура. Его звали Шэн Ну. Шэн Ну обнаружил, что семена растения, закопанные в почве, могут дать новые плоды, если люди будут знать, какие растения съедобные, а какие нет. Тогда у людей будет достаточно пищи. Шэн Ну подумал, что он наконец-то нашел способ избежать голода. Он решил попробовать все растения сам. Каждый раз, когда он выходил, он нес два больших кармана, один на левой стороне тела и один на правой стороне. Он пробовал различные растения. Съедобные растения он клал в левый карман, а хлебные в правый карман. Однажды, когда Шэн Ну увидел много прекрасных листочков, растущих в кустах впереди, Шэн Ну откусил кусочек листа, ему понравился вкус. Он положил эти листочки в левый карман и назвал его чаем. Это было растение, которое мы сейчас пьем. На следующий день Шэн Ну обнаружил много маленьких красных цветов, которые имели форму бабочек. На вкус они были сладкими и ароматными. Он назвал цветок солодкий и положил его в правый карман. Таким образом, Шэн Ну пробовал все возможные цветы и травы, а также знал много лекарств, которые спасли жизни бесчисленным людям. Однажды один человек заболел, и лечебная трава, которая ему была нужна, было очень трудно найти. Шэн Ну долго искал и наконец нашел его на крутой каменной стене. Каменная стена настолько высока, и даже обезьянам было трудно подняться. Шэн Ну установил деревянную раму, медленно поднимался в тот раме и наконец поднялся на вершину скалы. Собрал траву, лекарства и спас этого человека. Этот вид рамы – подмостки, которые люди сегодня используют для строительства домов. Согласно легенде, место, где Шэн Ну собирал лекарственную траву, называется Шэн Нунджа. Сейчас это известная достопримечательность в Китае. Я считал, что многие русские друзья знают это место. Кроме того, Шэн Ну также научил людей изготавливать деревянные сельскохозяйственные инструменты, открывать пустоши, рыть колодцы. Основными продуктами питания современных китайцев являются пшеница, рис, сорга и проса, которые были обнаружены Шэн Нуном. В то же время Шэн Ну также выучил людей сажать баклю и пшить одежду из бакли. Шэн Ну продолжал собираться и дегустировать разные растения. Когда он сталкивался с ядовитой травой, то он быстро принимал противоядие. Но однажды Шэн Нуну не повезло, и когда он попробовал ядовитую траву,
он не успел принять противоядие и умер. Люди величественно похоронили Шеннуна и уважали его как прародителя сельского хозяйства и медицины. То, что я сказал выше, является лишь китайской легендой. Китайские иероглифы не появлялись в ту эпоху, поэтому мы не знаем, кто сделал эти конкретные изобретения. Но китайцы привыкли приписывать эти конкретные великие изобретения некоторым великим фигурам и делать их представителями той эпохи. Также мы можем видеть происхождение развития древней китайской цивилизации. Большинство китайцев знают высказывание «три властителя и 5 императоров» в древнем Китае. Кто такие 3 властителя? Существует 2 версии. Первая считается Фуси Суйрен Шеннун, а второй Фуси Нюва Шеннун. Я согласен со второй. Сегодня мои рассказы заканчиваются в этом. Спасибо за внимание. В следующее воскресенье я хочу рассказать вам историю 5 императоров. До свидания.